В Ингушетию с рабочим визитом прибыл заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров. Он провел встречу с главой республики Махмудом Али Калиматовым. Глава ознакомил Назарова с вопросами, касающимися развития туризма, создания эффективно работающей системы ЖКХ, устранения проблемных ситуаций, которые могут негативно влиять на социально-экономическое развитие региона. Сергей Макарович, в свою очередь, отметил, что пилотную программу устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ, которая уже реализована в 3 регионах России, необходимо довести до конечного результата. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов провел рабочее совещание с участием временно исполняющего обязанности руководителя администрации главы и правительства Ингушетии Анзором Мархеевым и главами муниципальных образований республики. В ходе встречи рассматривались актуальные вопросы местного самоуправления, в том числе меры по повышению эффективности их работы. Махмуд Али Калиматов обратил внимание на важность конструктивного диалога глав муниципальных образований с общественностью, поскольку именно на местном уровне сосредоточено большинство актуальных проблем, требующих оперативного решения. На встрече были подняты темы празднования в Ингушетии 80-летия Великой Победы, самовольного строительства и методов борьбы с ним, решения вопросов и проблем участников СВО и их семей. Для железнодорожного туризма пропишут свои правила, что позволит развивать его и внутренний туризм в целом. Закон об этом принят Госдумой. Благодаря этому появятся отдельные понятия: туристские железнодорожные перевозки, туристский поезд и туристский железнодорожный маршрут. Это позволит разграничить их и пассажирские перевозки на железной дороге. Как отметили в Госдуме, таким образом люди смогут отправиться в турпоездку в комфортных условиях. Например, в специальных составах с отдельной детской зоной и обзорными вагонами. В поезде будут проводить просветительские и познавательные мероприятия, а во время остановок – экскурсионное обслуживание. В Госдуму внесут законопроект, направленный на сохранение и эффективное использование объектов культурного наследия, сообщает пресс-служба Совета Федерации. В соответствии с законопроектом на едином портале будут содержаться сведения о расположенных во всех регионах объектах культурного наследия, нуждающихся в восстановлении, сведения о месте их нахождения и инвестиционном потенциале, охранных обязательствах и ограничениях использования, а также аналитические и статические материалы о состоянии объектов в целом и ходе работ по их сохранению. За неделю с 4 по 10 февраля инфляция в России составила 0,23%, следует из подготовленной Росстатом оценки индекса потребительских цен. По данным Минэкономразвития, годовая инфляция ускорилась с 9,92 до 9,99%. Больше всего за неделю подорожали огурцы, картофель и капуста. Ранее Минэкономразвития предложило разрешить налоговым органам передавать данные контрольно-кассовой техники в Росстат для расчета инфляции. Предложенная мера позволит использовать для статистики данные обо всех денежных поступлениях, кассовых расчетах, чеках и транзакциях во всех магазинах и торговых точках страны. Рособорнадзор находится в активной стадии разработки диагностических материалов для тестирования по русскому языку детей-мигрантов. К 1 апреля варианты для проведения экзамена будут готовы. Закон о запрете принимать в школы детей-иностранцев, не знающих русского языка, президент России Владимир Путин подписал в конце прошлого года. В связи с этим Рособорнадзор должен разработать критерии оценки владения языком и определить минимальный балл для прохождения теста. Мошенники перед 14 февраля активно создают фейковые сайты с доставкой цветов и подарков, рассказали в Госдуме. Чаще всего мошенники создают поддельные интернет-магазины, копируя дизайн известных сервисов. Злоумышленники запускают рекламу в поисковых системах и социальных сетях, предлагая скидки и эксклюзивные акции к празднику. По новой схеме мошенников, когда клиент оформляет заказ, сайт требует ввести полную информацию банковской карты, включая CVV-код, якобы для оплаты. Однако вместо списания денег за покупку данные передаются мошенникам, которые затем используют их для кражи средств.